хай прийде до Тебе, Боже Слово, хай сиде на Тебе, Боже радостью войде в наше сердце, да Бога любовь и доброта, Христова любовь. Благословенного Богатства, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и совсюды, на веки веков. Аминь. Успокой Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Успокой возвышение, избавление душ наших, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За супокой на всем свете, добрый стан святых Божьих церкви и зидание всех, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Загретый святую церковь, ты, что с верой, пошану и страхом Божьим выходит, ей, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За святого отца нашего, сусветного бискупа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего, архимандрита Сергея, пошествных святоров, диаконов, Христе, все духовенство и людей, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За Богом, стираженную краину нашу Беларусь, за уратно-лишнюю ладу и войско, и весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях и верность своему народу всех нас, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За этот город, за все города и краины, и за верных людей, что живут, и Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За доброе надворье, богатый урожай плодов земных, и за часы спокойные, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За подорожников, поморы, земли, поветры, за недужих, ты, что терпит за сневоленных, избавление их, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За слугу Божика, святора Александра, за благословенный супокой его, и как ему были пробашены все праведные, вольные и межвольные, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться от всякого гнева, сому и недостатку, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступись, сжалься, избав, и стережи нас, Боже, лаской Твоею. Господи, смилуйся. Вспоминувши на святую сочинственную, благословенную, самую подарку нашу Богородицу, и за все Деву Марию и всех святых, сами себя один одного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот Тебе належится всякая слава, пошанное поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюды, и на веки веков. Аминь. Благослови душа моя Господа, благословенный Ты, Господи, благослови душа моя Господа, и все нутро мое славить имя святое Его. Благослови душа моя Господа, и не забываю всех добродействов Его. Я начищаю в себя шествуй Твое, и оздоровляю все немощи Твои. Что
милосердный, долготерпеливый, богатый на ласку. Благослови, душа моя, Господа, и все нутро мое, хай славить имя святое Яго, благословенный Ты, Господи. Яше с упокою Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избавь, стражи нас, Боже, лаской Твоею. Господи, смилуйся. Господи, наушина и святую сошественную, благословенную, славную дарку нашу Богородицу, и за всюду Деву Марию, и всех святых с нами себе один одного, и всю житию нашу Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот Твоя есть держава, и Твое владарство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, теперь и за всюду, и на веки веков. Аминь. Хвали, душа моя, Господа, разу всю життю мою буду хвалить Господа. Буду песнях славить Бога моего, покуль буду жить. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Один народный Сыне, Слово Бога, Ты несляродный. Деля нашего избавления захотел принять тело, а Святое Богородице завсюду Девы Марии, и не зазнавши измены стался человеком. Ты был крыжованный Христе Божий, смертью снишивший смерть, будучи одним со Святой Троицы, ровным славой Отцу и Святому Духу звал нас, звал нас. Яше с упокою Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избавь, стражи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Успомянувши на святую сошественную, благословенную, славную подарку нашу Богородицу и за всюду Деву Марию, и всех святых сами себе один одного, и всю житию нашу Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Добрый, добрый, человеколюбный Бог, и Тебе славу отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Владарстве Твоим, успомни нас, Господи, счастливые в Боге я духом, Богим есть владарство небесное, счастливые ты, что тужат, бояны утешатся, счастливые тихие, бояны отрымают успадшину землю. Счастливые ты, что мают голод и смагу справедливости, воины насытятся. Счастливые, милосердные, воины зведа
бо яны будут зваться сынами Божьими. Счастливые тыя, кого проследуют за правду, бо их есть владарство небесное. Счастливые вы, коли вас крывдят и проследуют, и кажуть всякую неправду на вас делями. Радуйтесь и тешьтесь, бо народа ваша в небе великая. Мудрость устаньте. Придите, поклонимся и припадем до Христа, Сыне Божий, что воскрес мертвых, збав нас, якія даем Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Коли ты зашел до смерти життя несмяротное, ты знищил пекло за ним боскости твоей, коли ж ты и померлых сопромедною воскресил, усе силы небесные вскликнули, життя давши Христе Боже наш, слава Тебе. Перемянился ты на горы, Христе Боже, показавши учням Твоим, накольки яны могли успринять славу Твою. Хай для нас зазяет светлость Твоя вечная, молитвами Богородицы, светлодавшая слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ты воскрес могилы всемогутной спаси, и пекло углядевши, так Иисус полохалася, и мертвые устали. Все створение, бачивших это, радуется с Тобою, и Адам тешится с усими, и весь свет спасимый вечно Тебе славись. Теперь завсёды на веки веков. Аминь. Перемянился ты на горы, Христе Божа, и в учні Твою бачили славу, накольки макшима було. Ка пасля, бачивши себе укрижованого, могли зрозуміти добровольне Твої терпінні, і світ об'явить, що ти справдне змяняється. Бо Ти, святий Боже наш, і Тобі славу отдаємо Отцу і Сину і Святому Духу, теперь і завсюди і на віки веков. Амінь. Святий Боже, святий моцний, святий несмяротний, зжалься над нами. Святий
и Сыну, и Святому Духу, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Святыне смиротный, сжалься над нами. Святый Боже, святый милостный, святый несмиротный, сжалься над нами. Будь сна уважливая, мир усиленно. И Твоему Духу. Мудрость. Такими, Господь, сила моя песня, и Он стался мне избавлением. Господь, сила моя и песня, и Он стался мне избавлением. Шматразово карал меня Господь, али на смерть не отдал меня. Господь, сила моя и песня, и Он стался мне избавлением. Господь, сила моя и песня, и Он стался мне избавлением. Мудрость. Читание апостола Павла до Коринтянам. Слухаємо уважливо. Брати, коли для інших я не апостол, то для вас апостол, бо печатка моего апостольства вы у Господе. Вось такий отказ мой тим, що судять мене, ці ми не маємо права їсти дипі, ці не маємо права міць з подорожницею сестру жонку, як інші апостоли і брати Господа, і Кефас. Ці один я і Барнаба не маємо права не працювати. Хто коли-небудь служив у войску на свой кошт, хто садить виноградник и не есть его плодов, або кто пасвить статок и не есть и молока от статку, ті я говорю это як человек, хіба не каже это и закон, бо в законе Моисея написано, не завязывай писывалу, что молотить, те в валах хлопотится Бог, ці не для нас у Бога каже, бо для нас написано, что орати повинен орать с надеей, а молотьбить с надеей на частку. Коли мы посеяли у вас духовное добро, те великая речь, коли пожнем у вас телесное, коли инче мать право над вами, то мы тем больше. Однак мы не скористались этого права, але усё терпим, как не учинить якой перешкоди Христовому Євангелію. Мир тобі читання. І Твоєму Духу, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Хай почує тебе, Господь, у день суму, хай ім'я Бога Якубового буде тобі обороною. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господи, слава короля и пошуй нас, коли будем кликать себе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудрость устаньте, будем слухать Святое Евангелие. Мир усім. И Твоему Духу. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слухаймо уважливо.
Сказаў Господ прыпавесць гэтую. Царство небеснае падобна да цара, які захацеў правесці разлікі са слугамі сваімі. Калі ён пачаў праводзіць разлікі, прывялі да яго кагосьці, хто быў вінен яму 10 000 талантаў. А паколькі ён не меў чым аддаць, то яго ўладар загадаў прадаць яго і жонку яго і дзяцей, і ўсё, што ён меў, і аддаць доўг. Тады слуга той упаў і, кланяючыся яму, казаў: «Уладару, будь цярплівы да мяне, і ўсё табе заплачу». І уладар слугі таго, злітаваўшыся, адпусціў яго і доўг дараваў яму. А слуга той, выйшаўшы, знайшоў аднаго з таварышаў сваіх, які вінен яму быў 100 дынарыяў, і, схапіўшы яго, душыў, кажучы: «Аддай мне, што вінен». Тады таварыш яго упаў у ногі яму і прасіў яго і казаў: «Будь цярплівы да мяне, і ўсё аддам табе». Але той не захацеў, а пайшоў і кінуў яго ў цямніцу, пакуль не аддасць доўгу. Таварышы яго, убачыўшы, што здарылася, засмуціліся вельмі і, прыйшоўшы, расказалі ўладару свайму пра ўсё, што адбылося. Тады яго ўладар кліча яго і кажа: «Ліхі раб, увесь доўг той я дараваў табе, бо ты прасіў мяне. Ці не належала і табе памілаваць таварыша свайго, як і я цябе памілаваў?» І, разгневаўшыся, яго ўладар перадаў яго катам. «Пакуль не аддасць усяго доўгу свайго, так і Отец мой нябесны зробіць з вамі, калі не даруе ад сэрца свайго кожны з вас брату свайму правін яго». Слава Ісусу Христу! Сёння, 8 жніўня, спомнілася б 95 год ад нараджэння айца Александра Нацына, за якога мы сёння молімся, згадваем в нашых малітвах. Дзякуем Господу за яго жыццё, поўнае служэнне нашай беларускай грэка-каталіцкай царкве. Больш падрабязны нарыс пра айца Александра Нацына можам знайсці ў інтэрнэце і таксама на нашым тэлеграм-канале. Дарагія браты, сёстры, сябры, пачулі мы прыпавесць, якую называем прыпавесцю пра нелітасцівага слугу або пра нелітасцівага даўжніка. Давайте традыцыйна звернемся да кантэксту гэтай прыпавесці, і бліжэйшым кантэкстам прыпавесці з'яўляецца пытанне Пятра да Ісуса: «Колькі разоў дараваць брату майму, які грашыць супраць мяне? Ці да 7 разоў?» І Ісус на гэтае пытанне адказвае з пэўнай іроніяй. Ён адказвае: «Да 70 разоў па 7». Канешне, мы можам памножыць і атрымаць лічбу 490, але вядома, што Ісус мае на ўвазе не канкрэтную лічбу прабачэння сваім бліжнім, сваім братам і сёстрам, толькі мова ідзе пра бясконцасць, што прабачаць трэба заўсёды. І гэтым Ісус скасоўвае маніфест Ламеха, які спявае ў сваім вядомым спеве са старога запавету:
з кнігі быцця, у 7 разоў павінна быць адпомшчана за Каіна, а за Ламеха у 77. Вось такая была старажытная біблійная песня Ламеха, песня помсты. І вось гэтымі словамі Ісус як бы скасоўвае гэты маніфест. Але давайте звернемся да нашай прыпавесці, якую можна фактычна падзяліць на 3 сцэны. І вось тут мы маем, прынамсі, на гэтай фрэске 2 сцэны мы можам пабачыць. І першая сцэна, калі даўжнік, гэты слуга, з'яўляецца перад сваім гаспадаром, перад царом. І высвятляецца, што ён вінен яму аж 110 000 талантаў. І ўжо адразу мы можам зразумець па вялікасці доўгу, што гэта не просты слуга, а можа нейкі міністр, нейкі набліжаны да гэтага цара чалавек. Бо што такое 10 000 талантаў? Ну, па-першае, гэта 100 мільёнаў дынараў. 100 мільёнаў дынараў. А што такое 1 дынар? Гэта плата працаўніку за 1 працоўны дзень. Такім чынам, 10 000 талантаў гэта прыкладна 273 972,3 гады. Каля 300 годдзяў трэба было б працаваць звычайнаму чалавеку кожны дзень, каб аддаць такі вялікі доўг. У пераліку на золата, на вагу золата, некаторыя біблісты, навукоўцы сцверджваюць, што гэта 270 тонн золата. І калі, вось, напрыклад, БелАЗ, самая вялікая машына ў Беларусі, можа перавозіць, я спецыяльна паглядзеў, 450 тонн, то фактычна БелАЗ быў бы загружаны гэтым золатам на 60%. Такім чынам, вельмі дзіўна выглядае на гэтым фоне тое, што даўжнік запэўнівае свайго гаспадара, што он все яму аддасць. Як ён можа яму все аддаць? Гэты доўг сплаціць проста немагчыма. Даўжнік апрыорі кажа няпраўду. Запомнім гэтую сцэну і пяройдзем да яшчэ некалькі словаў скажам. Вядома, што адбываецца далей. Не гледзячы на тое, што даўжнік кажа няпраўду, пра тое, што ён сплаціць свой доўг, гаспадар гэты доўг даруе яму. І той шчаслівы, уратаваны, вяртаецца да сваёй сям'і. Але сустракае па дарозе свайго калегу, таварыша, па службе, можа, ніжэйшага па статусу, які яму вінен толькі 100 дынараў. Гэта значыць, што тэарэтычна такі доўг можа быць сплачаны за 100 дзён. За 100 дзён працы. І вельмі неадэкватна паводзіць сябе гэты чалавек. Ён кідаецца і пачынае яго душыць. Душыць, нават тут намалявана, гэта добра. Пачынае душыць, аддай доўг. І ўрэшце кідае яго ў вязніцу. І другая сцэна гэтай прыпавесці, яна пачынаецца якраз з таго, што ў кулуарах палаца распавядаюць цару пра гэтую сумную гісторыю. Тыя, хто ведаў гэтага чалавека, яны здзіўленыя жорсткасцю яго паводзінаў.
гэтыя слугі іншыя цара і распавядаюць яму. І нарэшце трэцяя сцэна, гэта калі зноў кліча цар свайго неміласэрнага слугу і пытаецца ў яго, чаму той так паступіў жорстка, неадэкватна. Не чуючы ніякага адказу, ён гаворыць у гневе і перадае яго катам, пакуль не аддасць доўгу яго. Цікава, што святы Іеранім называе вось гэты прысуд формидалоза сентенцыя, жахлівы прысуд. А чым ён жахлівы? Бо мы ведаем, што той чалавек ніколі не сплаціць свайго доўгу. Хіба што праз 273 973 гады. Якім чынам мы можам застасаваць гэту прыпавесць для сябе? Што ў вас, напрыклад, здзіўляе ў гэтай прыпавесці больш за ўсё? Он столько долгов набрал. Да, как он умудрился? Мяне здзіўляе таксама, як і вас, 270 тонн золата, які вінен гэты слуга свайму цару. Што ж гэта за доўг? І насамрэч гэта алюзія таго, што мы вінныя нашаму Господу. Мы вінныя нашаму Богу. І вось, каб зразумець гэту прыпавесць, нам трэба усведаміць свой доўг перад Богам. А што ж мы даўжны? Што мы ў яго пазычылі? Што мы ў яго ўзялі? Мы жывем і не усведамляем, што мы павінны быць удзячныя Богу за тое жыццё, якое Ён нам даў, што мы павінны быць удзячныя Богу за той час, які Ён нам даў, за тых людзей, якія знаходзяцца з намі побач, за нашых сяброў, блізкіх, бацькоў. Мы павінны быць удзячныя Богу за тыя грахі, якія Ён адпусціў нам у нашых споведзях, за дар Еўхарыстыі, за дар царквы. Мы не усведамляем сабе той доўг, які мы маем перад Богам. І не усведамляем сабе часта, што гэты доўг ужо аплачаны іншым чалавекам, Ісусам Христом на крыжы. Калі мы ў нашым духоўным жыцці пройдзем пэўны шлях асэнсавання свайго доўгу перад Богам, тады мы зразумеем, як нам прабачаць іншым людзям, тым, якія нас пакрыўдзілі. І вось якраз у гэтым і ёсць сэнс апошніх слоў сённяшняга фрагменту Евангелия. Так і Отец мой Нябесны зробіць вам, калі не даруе ад сэрца свайго кожны з вас брату свайму правін яго. Гэта не нейкая праява самадурства цара, што так хоча зрабіць ён. Гэта проста лагічны закон, закон духоўны. Калі Ісус заплаціў за нас велічэзны доўг на крыжы, то і мы пакліканы на сваём духоўным шляху, на сваём жыццёвым шляху імкнуцца да прабачэння тых людзей, якія нас крыўдзяць. Вядома, што гэта не аднаразовы акт. Вядома, што гэта няпроста, гэта пэўны працэс, балючы вельмі часта,
але так необходны нам. Аминь. Скажем все разом, все души, все думки наши, скажем. Господи, смилуйся. Господи, всемогутный Боже, Отцу наших, молимся Тебе, прошу нас, и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Смилуйся над нами, Боже, по поводу Твоей великой милосердности. Молимся Тебе, прошу нас, и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Наше молимся за Бога, востороженную Украину, нашу Беларусь, за обратное влады и войска, и весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях, и верность своему народу всех нас. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за братов наших, святоров, диаконов и монахов, и всех братов и сестр наших у Христе. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за годных памяти, за основаниях этой святой церкви, за всіх ранее дошовших отцов братов наших, які тут і на кожному іншому місці спочивають. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Ще молимся за все человечество, яко терпит с причины поширения пандемии, за всіх бездопоможних і розгублених захворих, і за тих, хто отдано їм служить. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Ще молимся за доброчинців этой святой церкви, за тих, що приносять дари, працюють і співають її, і за всіх тут присутних людей, які чекають від Тебе багаті Твоєго змилування. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. О, Ты милостивый, человеколюбный Бог, и Тебе слава, отдай Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Яше супокой Господу, помолимся. Господи, змилуйся. Заступися, жалься, избавь, истиражи нас Божию ласкою Твоею. Господи, змилуйся. Мудрость, как мы будучи завсёды, подоховую, и влада Тебе славу отдавали, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Мы что тайны способ, мы что тайны способ проставляем, проставляем.
Францішка, Папу Римського, достойного архіпастора Леонарда Богального, Латику, нашого архімандрита Сергія Пашесних, святороду Якова, Христі, всю духовенства, Бога, настерожену країну нашу Білорусю, рад, належної влади, засновальников и доброчинцев этой святой церкви, вас и всех правоверных христианов, вспомнить Господь Богу своего благодарствия на все часы, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Как нам принять благодару всех, якого необычно, сопровождают ангельские силы. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Да помним молитву нашу Господу. Господи, смилуйся. За принесенные божественные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. За эту святую церкву и все, что с верой, пошаной, страхом Божьим воходит сие, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться от всякого гнева, сумма, недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избавь, стиражи нас Божьей ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Милосердностью одинородного Сына Твоего, яким благословен Ты, Твой все святый, добрый, животворший Дух, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Мир усім. И Твоему Духу. Будем любить один одного, как нам однодушно вызнавать. Отца и Сына, и Святого Духа, Троицу одиносудную и нераздельную. Тире, у мудрости будь уважливая. Веру у единого Бога Отца Всемогутного, Творцу неба и земли, бачного всего и небачного, и у единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, от Отца народженного перед усими веками, святого от светла, правдивого Бога от правдивого Бога, народженного, нестворенного, одиносудного зайцом, праз якого все стало быть. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, принял тело от Духа Святого и Марии Девы, и стался человеком, был крыжован за нас при Понским Пилате, терпел и был похован, и на третий день восстал згодно с Писаниями, и узошел на небо, и сядет по правой руце Отца, и знов прийде у славе судить живых и мертвых, и Его владарство не будет конца. Веру в Духа Святого, Господа Животворчего, и от Отца походит, якому належится поклонение и слава разом за Отцом и Сыном, який говорил про пророков, у одиную святую, повсюдную и апостольскую церковь, вызнаю одиный прост для отпущения грехов, чекаю воскресения мертвых и живця будущего веку. Аминь. Станем добро, станем со страхом, уважливо святое к верованию мира приносит. Дар миру, веру, хвалы. Вас, Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и супольность Святого Духа, хай будут с усеми вами. И с Духом Твоим.
палец, ну, подняв не переставал робити все, каб узвести нас на небо и даровать нам Твое будущее володарство. Дзеля гэтага дзякуем Табе и Твоему одинародному Сыну и Духу Твоему Святому. Дякуем за все добродействия, ведомые и неведомые, явные и тайные, якими Ты нас обдарил. Дякуем Тебе за эту службу, яку Ты захотел ласкаво принять з наших рук, хоть перед Тобою стоять великі мноства арханьолов. Безліч аньолов, херувимів, серафимів, шестикрилих шматоки, які, взнявшися високо на крилах, переможную песню п'ють, ускликаючи, припеваючи і кажучи: Святий, 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 Господь сил, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Господняє. Госанна на вышинях. С гэтыми благословенными силами человеколюбную владару и мы ускликаем, кажучи: святый все святы Ты и одинародный Твой Сын и Дух Твой Святый. Святый все святы Ты и великая хвала Твоя. Ты так полюбил Твой свет, что Сына Твоего одинародного послал, как кожный, кто верит в Его, не загинул, а имел життя вечное. И Он, пришовший, исполнивший весь проповедь для нас, ношу, яку Його видали, або хоче, коли Он сам отдав себе за життя світу, узяв хлеб у свои святые, вся чистые и безвинные руки, и отдавши подяку, поблагословивши, освятивши и разломавши его, дал святым своим вушням и апостолам, кажучи: «Берите, ешьте, это тело мое, что за вас ломится для отпущения грехов». Амінь. Так само чашу, після вечері кажучи: «Пейте, з'їжте, это кров моя нового заповету, что за вас и за многих проливается для отпущения грехов». Мы ж памятуючи гэта заповедне заповеды, все, что для нас здарилося, крыш поховання, воскресіння на третій день, узиход на небо, сидіння по правой руце, другой славной Христе, приносим Тебе Твоих, деля всіх і за все. Божою
святого отца нашего, сосветного епископа Франтишка Папы Римского и достойного архипастора Леонарда Боголюбного, владыку нашего архимандрита Сергея, заховая для святых Твоих церкв, супокоя целости, доброй славе, здоровья, долголетия, как и не могли верно научать нас словом Твоим правды. И всех, и все. И дай нам одним устным, единым сердцем славить и выхвалять Твое божественное вечное имя, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Дай буду з милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. И с Духом Твоим. Вспомнивши всех святых, еще сейчас упокой Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За принесенные и освяченные божественные дары Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Никогда Бог наш, принявший их на свой святый небесный духовных вярники, как бы слово и духовенность духовную поставленному взамен свою Божскую ласку и дар Святого Духа, помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избавись, стражи нас Божия ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Этот день был досконально святым и безгрешным Господа, просим. Дай нам, Господи. На спокойствие, наставника, как нарушителя нашего Господа, просим. Дай нам, Господи. Прощение и отпущение грехов и провину наших, у Господа, просим. Дай нам, Господи. Всего, что доброе и корисно для душ наших, и супокой для свету Господа, просим. Дай нам, Господи. В дальнейший тяг життя нашего, супокой и покаяние провести у Господа, просим. Дай нам, Господи. Христианского конца життя нашего, безвольного, бездокольного, спокойного и доброго отказу на страшном суде Христовым, просим. Дай нам, Господи. Попросивши единства веры и супольности Духа Святого, сами себе один одного, и все життю нашу Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. И израви нас достойными модару, с полным довером и без осуждения, смей звертаться до Тебя, Бога Небесного, и отдаться и казать. Отче наш, который есть в небе, святись имя Твое, приди володарство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что денно дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в покусу, развал нас от злого. Вот Твое владарство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Мир усім. И Твоему Духу. Головы ваши Господу схилите. Тебе, Господи. Дякуем Тебе, дні вашому владару, що Твої безмежну силу все створив, і зачи милосердности Твоей прибыл с неба Ты добытия. Глянь, Господи, с небес на Ты, что схилили голову свою перед Тобою. Были не схилили их перед телом и кровью, или перед Тобой всемогутним Богом, Ты пустил удару принесенную тут дары Твоего вырастает. Кожному холоде потреби, пусть подорожникам поможет ему поветрие, оздоровить хворых леком души тела. Ласку и милосердностью человеколюбства, Мати народного Сына Твоего, за яким благословен Ты, и Твой все святый, добрый, животворчий Дух, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Боже, будь спогадливым негрешным и смилостивым надо мною. Боже, будь спогадливым негрешным и смилостивым надо мною. Боже, будь спогадливым негрешным и смилостивым надо мною. Будьмо уважливые, святые речи для святых. Один святый,
избавить грешников, сирот яких я сам и перший. Веру так само, что выдаться правды Твое святое тело и божественная кровь, молюсь о Тебе, жалься надо мной, и даруй мне мои провины вольные и невольные, якие я зробил словом и учинком, свядомо и несвядомо, и дай мне без осуждения принять Твои святые тайны для отпущения грехов и життя вечного. Зроби мне сильнее Сыне Божий, удельников Твоей тайны вечеры. Я не зраджу ворогам Твоим тайны, и не отдам поцелунку от Юда, але я разбойник узнаю себе. Вспомни меня, Господи, в Твоем благодарстве. Нехай принятие святых Твоих тайн будет мне не на суть осуждения, але для оздоровления души и тела. Со страхом Божиим, верою и любовью подыходь. Благословен тот, кто приходит в имя Господня. Господь Бог и явился нам. Тело Христово примите, покаштуйте крыницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте крыницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте крыницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте крыницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте крыницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте крыницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте крыницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покаштуйте крыницы несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Збав Божа людей Твоих и благослови набыток Твой. Мы вложили правдивое святло, приняли Духа Небесного, нашли веру правдивую, поклоняемся нераздельной Троице, коя она нас звавила. Благословенный Бог наш на все часы, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Хай наши усны будут полные хвалы Твоей,
нашим Христовой тайны, достойно подякуем Господу. Господи, смилуйся. Заступись, сжалься, избав, и стиражи нас Божьей лаской Твоею. Господи, смилуйся. Попросивши, как ты весь день был досконалый, святый, мирный, безгрешный, сами себе и один одного, и всю житию нашу Христу Богу отдай вам. Тебе, Господи. Вот и освящение наше, Тебе славу отдаем Отцу и Сыну, и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Пойдем с миром. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи, яки благословляешь Ты, что благословляет Тебе, случаешь Ты, что ускладает на себе надею, спал людей Твоих и благослови на быта Твой, заховай целости церкву Твою и освети Ты их, что любить красу дому Твоего. Ты их услал Твою Господи силу, и не покинь нас, и сподеемся на Тебе. Даруй спокой всему свету, церквам Твоим, нашему белорусскому народу, належному ладам нашим и всем людям Твоим. Но всякое доброе дарение, и так досконалый, сходит с горы. От Себе, Отца Светла, и мы Тебе славу, подяку, поклонение даем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Сусветный владар, сподвечный Божа, Ты весь свет створил, и законы для всего установил Божьему, место признавшего род людский, так бесконца полюбил, что Сына Своего Единородного послал на землю, как все слухали Егоную науку, и души следом за им вошли в Твое небесное владарство. Мы, дети белорусского народа, як могли слухались о Твоих загадах, але деле человечей слабости часто падали, изневажали Тебе своими грехами. Теперь молим Тебе широ, даруй нам наши провины, нашу недбайность, у односинок до себе и дальнейших даруй так само Ты, кто кривдил нас, изневажал ради нас, открыл ворожие, и дай нам и ворогам нашим духа соправдной христианской любови, дай нам едность веры с голову в громадском и семейном житии, загаи наши особистые народные раны души, якие мы сами себе учинили, або от неприятеля утримали у нашем штуденном житии, освети наш розум Твоим евангельским светлом, как мы заховываешь Твои приказания, перемогли все тяжкости и терпения, и завсёды Тебе благословляли. Пошли белорусскому народу скверных слугов своих, якие праведным, сумленным и мудрым житьем и деятельностью вели Его до лепшей доли. Дай нам святое духовенство, благослови наши семьи, как упожно з їх дбали, батька, як верная мать, зрушені щирою святою любов'ю, виховували Тебе на славу, батьківщину на користь своїх діток, особливую ласку дай молоді, как вона отримала глибоко християнське згадування і виросла на корисних синов і дошок свого народу. Благослови наші дочасні достатки, не дай гинуть марно тим талентам, які Ти посилаєш у наш народ, але дай їм свободно розвитися і закрасовать Тебе на славу всему людству на користь. Благослови працу селянам лорали, работников на фабриках, ученых, письменников, мастаков. Как з їхней допомогою белорусский народ мог разумно и пригоже жить и развиваться. Тебе, Всечистая Богородица и наша Небесная Мать, просим, покрой нашу краину Твоим святым покровом и будь нашей опекункой и заступницей. И Ты, святая Ефросинья, светница Беларуси, все святые заступники белорусского народу, молитесь за нас неспинно, как мы стались народом святым, який виконує волю Божию и свое посланство, и как мы унесли свой уклад в огульное добро тут на земле, а в пришлом житті отримали вечное счастье, неспинно отдавали славу, пошану и поклонение Богу, Троице Одиному, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Хай буде ім'я Господнє, благословенне переда веку. Хай буде ім'я Господнє, благословенне переда веку. Хай буде ім'я Господнє, благословенне
всюди і на веки веков. Слава Тобі, Христе Божа, надія наша, слава Тобі. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, тепер і завсюди, і на віки веков. Амінь. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Ойша, благослови. Христос, правдивый Бог наш, який воскрес из мертвых, молитвами шести своей Матери, святых славных и годных апостолов, ниж святым мессе нашего, Яна Златоустного арцебискупа Константинопольского, молитвами святого Язафата, арцебискупа Полоцкого, молитвами святых славных и родных апостолов, наставников славянских, Кирилла и Метода, ниж святым мессе нашего, Кирилла епископа Турского, святой Матери нашей, Ефросинии Полоцкой, светницы Беларуси, и всех святых заступников белорусского народа, молитвами святых и праведных, Бога Отцов, единый ангел святых, казмилуйся на нам, избавит нас, будем добрый человек, любец. Христос спасет нас. Йости буде. Маленькая объява для тех, кто оглядает нас про трансляцию у Ютубе. Сябры, у наступної недели две трансляции не будет, потому что я иду от машинок, побачимся праз несколько тижнів. Сашите, коли ласка, за нашей сторонкой, за ютубом нашим, и вы, напевно, не пропустите ближайшую трансляцию литургии. Могутный Боже, владарцу света, далеких солнцем и сердц малых, над Белорусей, тихо и ветлой, разы промени свои хвалы, дай спору працы, что зерной шере на лусту хлеба народный край, по Богу силу и величь веры в нашу правду упришлась дай урадливость житнёвым нивам, учинкам нашим пошли в молот, зраби свободной, зраби счастливой, краину нашу и наш народ, зраби могутной, зраби счастливой, краину нашу и наш народ. Песню славы заспеваймо, мучеников выхваляймо. О, Язафате, в Литве и в
Слава Тобі, Боже, слава Тобі, Боже. Дякую Тобі, Господи, Боже мой, что Ты не откинул меня грешного, а легко лишил достойным быть удельником Твоих святостью. Дякую Тобі, что Ты удостоил меня принять Твои святые дары. А лет человеколюбный владар, что для нас помер и воскрес, даровал нам это страшные животворчие тайны, для добра и освящения души и тела. Дай капины были мне для оздоровления души и тела, для прогнания всякого супротивника, для просветления в очей сердца моего, для супокоя душевных моих сил, для веры непохисной, для широй любви, для исполнения мудрости, для захования Твоих заповедов, для привлечения Твоей божеской ласки и для осягнения владарства Твоего. Каб я захованный имя Твою в святости, был завжди памятный Твоей ласки, и жил уже не для Себе, а лет для Тебе, нашего владара и доброчинца, и закончивши в этой житё надеи життя вечного, досягнув непроминального супокою, где безупынно чутно голос святых, и пануя вечно радость тых, что облетают невыказанную красу твару Твоего. Вот и соправдное ожидание, и невыказанная радость тых, что любят Тебе, Христе Боже, и Тобе все створение пеет славу Христу все веки. Аминь. Всемогутность предвечный Боже, Ты не хочешь смерти грешника, а ожидаешь, когда вернуся и буду живу. И який послал для нашего избавления однородного Сына Твоего, и який нам наказал. Просите и будьте дадено вам, шукайте и знойдете, стукайте, а решенить вам. За Тебе припадаем с крушливым сердцем, и слезьми молим Тебе. Не суди нас, али милостиво отверни от нас праведный гнев Твой, и судишь смертоносную пошесть, что в этот час Твой людский дочасный, небо мечем сечет. Смилуйся над нами, Господи, смилуйся над нами, избавь людей Твоих, как жили здоровыми волны Твоих приказаний, и прославляли имя Святое Твое. Заступися, заховай в этой трудной пошести нашу батьківщину и наш народ, правді всіх стирав злості нашої країни. Выводи его до города все города и доски. Змилуйся и наведай Ты, что терпят от этой хвалы. Подыми из ложа немощи, и дай им здоровье души и тела. И что от этой хвалы правой верой надеясь воскресенье уже спошили. Упокой святыми Твоими, где нема ни болью, ни суму, ни плачу, а лежит Тебя солнце, молитвами наисвятейшей Богородицы, и завсюду Девы Марии, заступницам святых бестелесных сил и анёлов-охотников, ласкою человеколюбством однородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, якому належит всякая слава, пошанное поклонение, разом за вечным Твоим Отцом, и святым добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и за все и на веки веков. Аминь.